700 тысяч татарстанцев ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны, и больше половины из них не вернулось. Свыше 200 жителей Татарстана, тогда ТССР, получили звание Героя Советского Союза. Один из них стал героем только через 10 лет после окончания войны. О нем и будет наш сегодняшний ролик. Это журналист, поэт, военный корреспондент Муса Жалиль. Дуслар, салям! Сіз YouTube татарча каналын қарайсыз, менің исемім шулай ук Алсу Хафиз. Һәм бу ролик безнең Муса Жалиль турында булачак. Һәм ул рус телендә булачак. Әлбәттә, мин сезнең комментарийларны күзәтеп барам. Татарча контент күбрәк булсын дип сез гел даими язып барасыз. Ләкин менә бу подкастлар рус телендә чыгачак. Киттек. Муса Жалиль родился в 1906 году. Он был 6-м ребенком в семье. Его малая родина – это деревня Мустафино в Оренбургской области. Когда Мусе было 8 лет, семья переехала в Оренбург. Открытая на взятые в долг деньги лавка не принесла ожидаемых доходов, и отец Мусы, разорившись и распродав имущество, перевозит семейство в город. Там он устраивается работать приказчиком. Жалование было невеликим, и снять удалось лишь подвальную комнату, но какую? Во дворе знаменитого медресе Хусайния. Кстати, о тех, кто создал это медресе, у нас есть отдельный ролик. Муса становится шакирдом этого медресе, и именно тогда в библиотеке Хусайнии Жалиль прочел первое художественное произведение – стихи Абдулы Тукая и сказки Пушкина. Частым гостем мальчик стал и в библиотеке Белек в Соляном переулке. Сейчас это известная в городе библиотека Ямашевка. Тогда, в начале 20 века, Муса здесь впервые увидел живого писателя. Библиотекарем там был известный в татарской среде Шариф Камал, писатель, драматург и переводчик. В это время в медресе Хусайния работал молодой преподаватель Тухфат Шенекей. Он писал стихи и стал первым наставником Жалиля на этом пути. Муса писал стихи про бабочек и гусей, про речку Недь. В 11 лет он написал антивоенное стихотворение и послал его в редакцию газеты «Время». Но там, к сожалению, творение не оценили и не опубликовали. После революции пути Жалиля и Ченикая разошлись. Более того, в 30-е годы последний был репрессирован, поэтому его имя и вовсе перестали упоминать, говоря о Джалиле. Но это будет позже. А пока революционные годы, воодушевление и подъем, и весной 1919 года в газете «Красная звезда» под подписью «Маленький Жалиль» появляется около десятка его стихотворений. Это стихи о смелости и геройской смерти за друзей и советскую власть, справедливую к беднякам. А главным редактором газеты тогда был отец героини еще одного нашего прошлого выпуска Нинель Юлтыевой, Дауд Юлтыев. После революции умирает отец Мусы, и Муса со своим старшим братом Ибрагимом ненадолго возвращается в родную деревню. Там он разворачивает активную деятельность, организует детский пролетарский клуб «Театр», детскую организацию «Красный цветок», в 20 году вступает в комсомол. Его активистская карьера стремительно развивается. Он становится членом волостного комитета РКСМ, затем делегатом губернского комсомольского съезда. Но приходит голод. Умирает двое младших братьев Мусы, мать и сестренки тоже были слабы, пайка старшего брата Ибрагима не хватало, чтобы прокормить семью, и Жалиль возвращается в Оренбург. Здесь он становится курсантом Оренбургской военно-политической школы. А в ноябре 1922 года Муса приехал в Казань и почти сразу начал публиковаться в местных татарских газетах и журналах. А в 1923-м в коллективном сборнике «Песни борьбы» был опубликован цикл его стихотворений. Вскоре Жалиль поступает на рабфак при Казанском Восточном педагогическом институте и в июне 1925 года получает свидетельство о его окончании. Оно давало право поступить без экзаменов в любой вуз страны. Напомню, что все это к возрасту 19 лет. Его первый сборник «Барабас. Мы идем» вышел в 1925 году. Гонорар от него Муса Жалиль полностью перечислил в фонд помощи иностранным рабочим. Жалиль становится поэтом комсомольского движения. Он пишет стихи к знаменательным датам в жизни в ЛКСМ. Например, стих 18. На его слова пишутся популярные комсомольские песни. Песни молодости, «Споемте, друзья», песни комсомольской бригады и многие другие. В это время он снова возвращается в Оренбуржье и останавливается в городе Орск. Здесь он снимал комнату в доме, который сохранился и сейчас. Правда, немножечко его попортило прошлогоднее наводнение. В Орске Муса Жалиль работает инструктором нацменьшинств при обкоме
ездит по казахским и татарским аулам, организует комсомольские ячейки, ведет активную политико-массовую работу и очень много пишет. Еще через 2 года, в 1927 году, Муса Джалиль поступает на литературное отделение этнологического факультета 1-го МГУ. Помните? Он мог без экзаменов поступить в любой вуз страны. И вот выбирает Московский университет. В общежитии он живет в одной комнате с писателем Варламом Шаламовым, который описал его в рассказе «Студент» Муса Залилов. Муса Залилов был маленького роста, хрупкого сложения. Муса был татарин и, как всякий нацмен, принимался в Москве более чем приветливо. Достоинств у Мусы было много. Комсомолец 1, татарин 2, студент Русского университета 3, литератор 4, поэт 5. Муса был поэт-татарин, бормотал свои вирши на родном языке, и это еще больше подкупало московские студенческие сердца. Муса работал в Москве редактором, заведовал отделом литературы и искусства татарской газеты «Коммунист» и работал в ЦК комсомола. Жил он в Столешниковом переулке. На доме номер 11 до сих пор сохранилась памятная табличка. Около 5 лет Джалиль проработал редактором детских журналов. Писал передовые статьи, корреспонденции, готовил сатирические материалы и юморески под рубрикой «Из блокнота Шамбая» и вел переписку с читателями. В 1934 году он становится заведующим литературной частью татарской оперной студии при Московской консерватории. И так начинается его путь в классической музыке. Вот как вспоминает этот период жена Мусы Джалиля. Джалиль всегда был в окружении московских друзей. Приходили татарские москвичи. Махмуд Максуд, Ахмед Файзи, Латиф Хамиди, студийцы, наезжали казанцы, Гази Кашаф, Хасан Туфан, Ахмед Исхак, Сибгат Хаким. Заглядывали и другие, словом, почти все татарские литераторы. Иногда всей гурьбой отправлялись в кафе и засиживались там до глубокой ночи. А чаще устраивались в нашей комнатушке, играли в шахматы, выпускали общими усилиями маленькую газету и помещали в ней шуточные экспромты. В 1935 году Джалиля зовут в Казань. Здесь для него есть работа – заведующий литературной частью Татарского театра оперы и балета. Театр только создается, до его открытия еще 4 года. И после долгих уговоров Джалиль соглашается и в 1939 году переезжает в ТССР вместе с женой Аминой и дочкой Чулпан. В Казани ему выдают комнату в общежитии на улице Николая Ершова на пересечении с улицей Вишневского. Здание сохранилось до сих пор, теперь там находится поликлиника. Джалиль в Казани снова активно работает, переводит на татарский язык «Женитьбу Фигаро» и несколько арий из других опер. При его содействии переводится «Фауст», «Кармен», «Евгений Онегин» и еще другие известные мировые оперы. Также он создает либретто опер, музыку к которым написал Назиб Гаязович Жиганов, Алтон Щащ и Ильдар. И только через 20 лет у оперного театра появится свое здание. Его откроют оперы на либретто Мусы Джалиля, и тогда же Татарскому государственному театру оперы и балета будет присвоено имя Героя Советского Союза Мусы Джалиля. И вообще это такой интересный нюанс. Татарский театр оперы и балета носит имя литератора, а не музыканта или танцовщика. Композитор Назиб Жиганов вспоминал: Джалиль умел от души смеяться. Причем этот смех был так заразителен. Однажды, когда Амина, жена Мусы Джалиля, была в отъезде, а Муса жил на поле Ершова и занимал в доме актеров скромную комнатушку, я пришел к нему, так как вообще не имел еще квартиры, а семья моя жила в Москве. Мы с Мусой встретились в его резиденции. Он достал общую тетрадь черной обложки. Помню, написано было мелким арабским шрифтом. В этой тетради были записаны всякие юмористические ситуации из жизни Мусы, его похождения в селе, участие в драматических кружках и многое другое. Он читал до утра, и мы хохотали до слез. Вот где я увидал Мусу, который любил жизнь и смеялся как ребенок. «Муса, а знает ли о существовании этой черной тетради Амина?» «Что ты, конечно, нет. А почему ты ей не покажешь? Она бы тоже посмеялась». «Нет. В общем, не знаю. Женщины народ сложный. Амина может все это истолковать по-иному, то есть не как литературу, а как мою биографию. Конечно, со временем она тоже все это прочтет». После гибели Мусы я спрашивала Амину, а также близко знавших его, об этой тетради с черной обложкой, но никто из них не видел ее. Не могла же она исчезнуть? Надо разыскать ее во что бы то ни стало. И еще одно воспоминание Назиб Гаязовича. Джалиль был человеком с удивительно тонкой душой. Однажды он приехал к нам в Ташовку, где я работала летом. Муса остался ночевать. Встали мы с ним в 3 часа утра, выкупались и пошли бродить по оврагам в окрестностях Ташовки. Муса шел впереди, и вдруг я слышу:
«Назип, скорей, смотри, что я нашел!» В руках он держал несколько ягод земляники. Боже ты мой! Видели бы, какое счастливое было у него лицо. Оно светилось, а из глаз текли слезы умиления. Летом 1936 года Муса женился на выпускнице экономического техникума Амине Сайфуллиной. К этому моменту у него за плечами было 2 брака и 2 детей – Альберт и Люция. С Раузой Хисматуллиной, актрисой татарского театра, у них в 1934 году родился сын Альберт. У него хранилось несколько писем отца и его книга с автографом. У Альберта родились 2 сыновей. После этого у Мусы был брак с Закией Садыковой. В нем в 1936 году появилась дочь Люция, которая жила с мамой в Ташкенте. Девушка окончила Дирижерское отделение музыкального училища, Институт кинематографии и работала преподавателем в Казани. Осенью прошлого года татары Оренбурга пригласили Люцию ханым в гости. Она дала интервью изданию Татаринформ, оставлю ссылку на него под видео, и рассказала историю знакомства родителей. Мама работала на телеграфе в Казани, ходила в кружок, где учились писать стихи. Руководитель кружка посоветовал ей отправить стихи в журнал «Октябрь Боласа». Редактором этого журнала был Муса Джалиль. Мама отправила поэму. Затем уже Джалиль написал ей письмо с просьбой прислать еще несколько стихотворений и свою фотокарточку для номера, который выйдет к 8 марта. Увидев маму на фотографии, Джалиль в нее влюбился. Он сам пришел к ней на работу в телеграф. Забавный момент. Увидев маму, Джалиль говорит: «А ты, оказывается, такая маленькая?» Мама отвечает: «Ты сам тоже не особо большой». Потом они писали друг другу стихи. Мама вспоминала, что на одну из встреч они пришли на кабан и катались на лодке по озеру. Они много беседовали. Папа рассказывал, каким видит либретто опер «Алтыншеш». Мама тогда сказала ему, что тема колхоза актуальнее. И после этого появилась поэма «Хот Ташуще». Долгое время в публичном поле появлялась только официальная семья Мусы Джалиля, дочь Чулпан, которая родилась в 1937 году, и жена Амине. Чулпан Мусеевна и сейчас посещает все официальные мероприятия, связанные с памятью его отца. Для меня главным самым человеком был отец, не мама, а отец. Потому что он очень много со мной занимался, очень много. Он и рассказывал, и сказки сочинял, и гулял со мной, и на лодке катался по Казанке, и на работу вы очень часто ходили. И на работу меня брал даже с собой, посадят в коридоре в кресло. Вот я даже помню его, это кожаное кресло, вот он меня туда посадит. А я была такой тихий ребенок, и я, значит, сижу и жду, там какие-то совещания, потом он выходит, зато уже потом он мой. Вот, и он в этом смысле не жалел ни времени, несмотря на свою такую занятость, не жалел времени совершенно на меня. Также появляются на публике ее дочь Татьяна Малышева и 2 внуков Михаил и Лиза. Лиза играет на скрипке и часто выступает в Казани. В 2012 году в Казань на фестиваль мусульманского кино приехала Лилиян Наварзашвили. И это, наверное, был первый раз, когда на публике появились потомки Джалиля от другого брака. Лилиян – актриса, внучка Джалиля. Ее мама Люция – дочь от первого брака. Сам Джалиль в одной из своих довоенных автобиографий написал в графе «Семейное положение»: «Имею семью, дочь и алименты». К началу войны Муса Джалиль – завфлит оперного театра, ответственный секретарь Союза писателей Татарии, депутат Казанского городского совета, невероятно деятельный и активный. Осенью 1940 года семья переезжает в 2 комнаты в 3-комнатной коммунальной квартире по улице Горького, 17. Сейчас там находится мемориальный музей «Квартира поэта». Здесь, в этой квартире, расположенной в Казани в доме номер 17 по улице Горького, жил и работал Муса Джалиль перед самым началом войны. В 1941 году ему исполнилось 35. К этому возрасту он уже издал 10 поэтических сборников, был ответственным секретарем Союза писателей Татарской АССР, заведовал литературной частью Татарского оперного театра. Работа кипела.
Дома ждали жена и 4-летняя дочь. При свете этого абажура на свет родились стихи Джалиля о жизни советской молодежи, о будущем ее родины. Здесь он прощался с женой и дочерью, уходя на фронт. 13 июля 1941 года Джалиль получает повестку. Естественно, у него была возможность получить бронь, но он решил ехать на войну. И вот еще одно воспоминание Назиба Жиганова о том времени. В старину был обычай. Друзья, расставаясь, обменивались поясами в знак будущей встречи. И мы обменялись ремнями. Я сохранила ремень Мусы Джалиля и передал его в Республиканский музей. С Волховского фронта Джалиль прислал открытку, в которой сообщал, что написал либретто для одноактной оперы. «Жди, скоро пришлю. У меня много впечатлений. Вернусь с фронта, создадим оперу о героях Отечественной войны». Это была последняя весть от него. Я не получил обещанного либретто, но вернулись моабитские тетради, которые стали для нас с поэтом Ахмедом Файзи основным материалом при создании оперы «Джалиль». Сперва Джалиля направляют на курсы политработников, затем на Волховский фронт. По рекомендации Фадеева, это тот самый автор «Молодой гвардии», Мусу вносят в список писателей народов СССР. Людей из этого перечня рекомендуют к службе в качестве военных корреспондентов от республиканских газет. В конце февраля 1942 года его отправляют на фронт, и Муса Джалиль становится корреспондентом газеты 2-й ударной армии «Отвага». Располагались они под Ленинградом. Отсюда он напишет в письме домой: «Милая моя Чулпаночка, наконец поехал на фронт пить фашистов». Маме писал, само собой, письма с фронта, и вот такие открыточки посылал мне. Вот тут вот: «Дорогая Чулпаночка, это письмо пишу с дороги. Я еду на фронт. Будем воевать с мерзавцами-фашистами. Вот я тебе посылаю эту открытку». И вот таких вот открыточек с письмами у меня несколько. А своему казанскому другу и литературоведу Гази Кашафу в марте 1942 года отправит письмо с такими словами: «На днях я вернулся из 10-дневной командировки по частям нашего фронта. Был на передовой, выполнял особое задание. Поездка была трудная, опасная, но очень интересная. Все время был под обстрелом. 3 ночи подряд не спали, питался на ходу, но видел много». Кашафу адресовано и последнее письмо Джалиля с фронта в июне 1942-го. «Я продолжаю писать стихи и песни, но редко. Некогда, и обстановка другая. У нас сейчас кругом идут жестокие бои. Крепко деремся. Не на жизнь, а на смерть». Муса с этим письмом пытался переправить все свои написанные стихи в тыл. Очевидцы рассказывают, что он все время носил в своей походной сумке толстую потрепанную тетрадь, в которой записывал все, сочиненное им. Но где сегодня эта тетрадь, неизвестно. 22 июня 1942 года 800 солдат пошли на прорыв через долину смерти, чтобы соединиться с Волховским фронтом. В живых остались десятки. Кольцо окружения хоть и ненадолго было разорвано, и часть 2-й ударной армии успела выйти, но уже к вечеру и этот узкий проход был закрыт. Так Муса Джалиль пропал без вести. Позже стало известно, что 26 июня 1942 года во время Любанской наступательной операции у деревни Мясной Бор Джалиль был тяжело ранен и оказался в плену. Июлем 1942 года датировано стихотворение «Прости, Родина». «Улем кагылмыйча үтте яннан мине тирәләп. Нишлим соңгы минутымда пистолетом итте хыянәт». Несколько месяцев Муса провел в лагерях для военнопленных. Сначала у станции Сиверской Ленинградской области, затем в предполье старинной Двинской крепости. После новый этап – пешком мимо разрушенных сел и деревень в Ригу. Потом Каунас, форпост номер 6 на окраине города. В последних числах октября 1942-го Джалиля привезли в польскую крепость Демблин, построенную еще при Екатерине II. Крепость была обнесена несколькими рядами колючей проволоки. Здесь были установлены сторожевые посты с пулеметами и прожекторами. В Демблине Джалиль знакомится с Гайнаном Курмашом. Последний, являясь командиром разведчиков, в 1942 году в составе особой группы был с заданием заброшен в тыл врага и попал в немецкий плен. Скорее всего, Курмаш уже тогда начал собирать сопротивление. В Демблин собирали в основном военнопленных национальностей Поволжья и Приуралья – татар, башкир, чуваши, марийцев, мордвинов, удмуртов. Гитлеровцам нужны были люди, которые могли бы вдохновить легионеров сражаться против Родины. Ими должны были стать люди образованные – учителя, врачи, инженеры, писатели, журналисты и поэты.
В январе 1943 года Жалиль в числе других отобранных вдохновителей привезли в лагерь Вустрау под Берлином. Этот лагерь был необычным. Он состоял из двух частей – закрытой и открытой. Первая представляла собой привычные пленным лагерные бараки, правда, рассчитанные только на несколько сот человек. Вокруг открытого лагеря не было ни вышек, ни колючей проволоки, а только чистые одноэтажные дома, выкрашенные масляной краской. Зеленые газоны, клумбы с цветами, клуб, столовая, богатая библиотека с книгами на разных языках народов СССР. Пленных здесь также гоняли на работы, но по вечерам проводили занятия, на которых так называемые учебные руководители прощупывали и отбирали людей. Отобранных помещали на вторую территорию, в открытый лагерь, для чего требовалось подписать соответствующую бумагу. В этом лагере пленных вели в столовую, где их ожидал сытный обед, в баню, после которой выдавали чистое белье и гражданскую одежду, а затем в течение 2 месяцев проводили занятия. Пленные изучали госструктуру Третьего рейха, его законы, программу и устав нацистской партии. Занятия проводились и по немецкому языку. Для татар читались лекции по истории Идель-Урала, для мусульман занятия по исламу. Окончившим курсы выдавались деньги, гражданский паспорт и другие документы. Их направляли на работу по распределению Министерства оккупированных восточных областей, на немецкие заводы, в научные организации или легионы, военные и политические организации. В этом закрытом лагере Жалиль и его единомышленники вели подпольную работу. В группу уже входили журналист Рахим Саттар, детский писатель Абдулла Алиш, инженер Фуат Булатов, экономист Кариф Шабаев. Все они для вида согласились сотрудничать с немцами, по выражению Мусы, чтобы взорвать легион изнутри. В марте Мусу и его друзей перевели в Берлин. Муса числился служащим Татарского комитета Восточного министерства. Никакой конкретной должности он в комитете не занимал, выполнял отдельные поручения преимущественно по культурно-просветительской работе среди военнопленных. Встречи подпольного комитета, или джалиловцев, как принято среди исследователей называть соратников Джалиля, проходили под видом дружеских вечеринок. Конечной целью было восстание легионеров. В целях конспирации подпольная организация состояла из небольших групп, по 5-6 человек каждая. Среди подпольщиков были те, кто работал в татарской газете, выпускаемой немцами для легионеров, и перед ними стояла задача сделать работу газеты безвредной и скучной, препятствовать появлению антисоветских статей. Кто-то работал в отделе радиовещания Министерства пропаганды и наладил прием сводок Совинформбюро. Подпольщики также наладили выпуск антифашистских листовок на татарском и русском. Печатали на машинке, а потом размножали их на гектографе. Создавать такую видимость вот этой вот деятельности этой капеллы и деятельности вот этой культпросвет работы, для того, чтобы суметь обработать легионеров, которые вступили туда, чтобы вот они с оружием в руках переходили на сторону партизан. Деятельность джалиловцев, естественно, не могла не быть замечена. Последнее совещание подпольщиков состоялось 9 августа 1943 года. На нем Муса сообщил, что связь с партизанами и Красной армией налажена. Восстание было намечено на 14 августа. Однако 11 августа всех культурных пропагандистов вызвали в солдатскую столовую, якобы для репетиций. Здесь все артисты были арестованы. Во дворе для устрашения Джалиля избили на глазах у задержанных. Джалиль знал, что он и его друзья обречены на казнь. Перед лицом своей смерти поэт переживал небывалый творческий подъем. Он осознавал, что так, как сейчас, еще никогда не писал. Он пишет в это время не только патриотические стихи. В его словах не только тоска по родине, родным людям или ненависть к нацизму. В них, что удивительно, лирика и юмор. «Yüzde бары мәғрур күлімсірәу. Уйдан йырақ дүния мазасы. Шул вақытта менә әллә нигә, тик язасы килә, язасы». В Моабите с Джалилем сидел Андре Тиммерманс, бельгийский патриот. Муса отрезал бритвой полоски от полей газет, которые приносили бельгийцу, и из этого ему удавалось сшивать блокноты. На последней страничке первого блокнота со стихами поэт написал «К другу, который умеет читать по-татарски». Это написал известный татарский поэт Муса Жалиль. Он в 1942 году сражался на фронте и взят в плен. Его присудят к смертной казни, и он умрет. Но у него останется 115 стихов, написанных в плену и заточении. Он беспокоится за них. Поэтому, если книжка попадет к вам в руки, аккуратно, внимательно перепишите их набело, сберегите и после войны сообщите в Казань выпустить их в свет как стихи погибшего поэта татарского народа.
Таково мое завещание. Муса Джалиль, 1943 год, декабрь. До сегодняшнего дня сохранилось лишь 2 блокнота, в которых 93 стихотворения. Первый блокнот из тюрьмы вынес Нигмат Терегулов. Он передал его в Союз писателей ТССР в 1946 году. Вскоре Терегулов был арестован уже в СССР и погиб в лагере. Второй блокнот вместе с вещами переслал матери Андре Тиммерманс через советское посольство в 1947 году. Сегодня эти моабитские тетради хранятся в литературном фонде Национального музея Республики Татарстан. Интересно, что в одном блокноте стихи записаны арабицей, а во втором — латиницей, хотя к тому времени уже официально письменностью татарского народа была кириллица. 25 августа 1944 года 11 джалиловцев и сам Муса Джалиль были казнены в тюрьме Плёцензее в Берлине на гильотине. И вот их имена: Гайнан Курмаш, Фуад Сальфальмулюков, Абдулла Алиш, Фуад Булатов, Гариф Шабаев, Ахмед Симаев, Абдулла Баталов, Зиннат Хасанов, Ахат Атнашев, Салим Бухаров и Муса Джалиль. До сих пор неизвестно, где находится их могила. В графе обвинения в карточке осужденных было написано «подрыв мощи и содействие врагу». Джалиля казнили 5-м, время было 12:18. За час до казни немцы устроили встречу татар с муллой, сохранились записанные с его слов воспоминания. Мулла не нашел слов утешения, и джалиловцы не хотели с ним общаться. Почти без слов он протянул им Коран, и все они, положив руки на книгу, попрощались с жизнью. Коран в начале 90-х привезли в Казань, и он хранится в музее. Джалиль догадывался, как отнесется советская власть к тому, что он побывал в германском плену. В ноябре 1943 года он пишет стихотворение «Не верь», которое адресовано жене и начинается такими строчками. «Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, алмаштырган илен дисәләр». В 1947 году Джалиля в Советском Союзе включили в список особо опасных преступников, а годом раньше на него завели уголовное дело. Сборников его стихов не стало в библиотеках, а когда исполнялись по радио или с эстрады песни на его слова, то обычно говорилось, что слова народные. Закрылось дело лишь после смерти Сталина из-за отсутствия улик. В апреле 1953 года впервые были опубликованы 6 стихотворений из моабитской тетради в литературной газете по инициативе ее редактора Константина Симонова. Стихи тогда получили широкий отклик. Затем Джалиль становится героем Советского Союза и лауреатом Ленинской премии. В 1968 году на студии Ленфильм был снят фильм «Моабитская тетрадь». Из предателя Джалиль превратился в того, чье имя стало символом преданности родине. 25 лет с турецким паспортом. Ты думаешь, это легко? А почему еще я жив? Чего я жду? Потому что знаю, я вернусь туда. Мы вернемся в Татарию, Муса. Муса, пойдем простудишься. Оставь. Последний раз говорю, ты можешь быть великим поэтом великого народа. Татары будут плакать, слушая твои стихи. Я брошу великий клич. Но для этого мне нужен ты. Мы пойдем против них, против русских, против немцев, против всех. Пусть Розенберг пишет, что мы народ для немцев. Но я терпеливый, я буду ждать, сколько нужно. Пусть они покончат с комиссарами, тогда посмотрим, кто умней. Я буду удобрять свой огород их костьми. Да. Или пусть Аллах истребит весь мой род. Ты думаешь, мы здесь в тюрьме не знаем, что происходит на фронте? Я родился татарином, но Татария маленькая частица всей земли. Значит, я родился на всей земле. Я читал Гёте и не хочу, чтобы его костьми удобряли твой огород. Ты никогда не вернешься в Татарию. Гневом наполнились сердца всех советских людей, когда пришло известие, что группа казанских татар во главе с политруком Джалилем добровольно сдалась в плен. Преданно служит немцам в татарском легионе и готова ехать на фронт воевать против советской власти за освобождение Казани и создание автономного Татарстана. Позор подлым изменникам. Их ждет заслуженная кара советского народа. Как? У нас же так не говорят. Это фальшивка, Шафи.
Очень много для увековечивания памяти поэта-героя сделали его близкий друг писатель Гази Кашаф и композитор Нажиб Джиханов. В ноябре 1947 года в Казани состоялась премьера оперы Жиганова «Поэт» на либретто Ахмета Файзи. Она имела 3 рабочих названия – «Поэт», «Муса» и «Шагир». Композитор работал над ней с января по сентябрь 1947 года. Это было время, когда было опасно не только называть себя другом Джалиля, но даже упоминать его имя. В центральном герое оперы «Поэт», которого звали Нияз, явственно угадывался образ Мусы Джалиля. И после 16 спектаклей, прошедших при аншлагах, спектакль «Поэт» был снят с репертуара театра. В печати появились резкие критические отклики. Опера «Джалиль», которая сейчас идет в оперном театре, была создана, когда поэт уже был награжден посмертно звездой Героя Советского Союза. Каждый год 15 февраля, в день рождения поэта и героя, в Казани, в Национальном музее Республики Татарстан проходит День подлинника. Из фондов музея происходит торжественный вынос 2 хранящихся там моабитских тетрадей. И лишь в этот день каждый желающий может увидеть этот документ. По всей стране и за ее пределами есть памятники, посвященные Мусе Джалилю. Я пока насчитала их 25, но уверена, что их намного больше. Один из самых известных стоит у Казанского Кремля. А еще в 1997 году была вот такая история. На 2-й Всемирный конгресс татар приехал иммигрант Казим Миршан. В 1943-1944 годах он учился в Берлинском техническом университете и рассказал, что пока над татарскими легионерами шло следствие по обвинению в антигосударственной деятельности, он ходил к ним на свидание в тюрьму Моабит. И после казни именно ему передали все вещи бывших арестантов, и в том числе записные книжки Джалиля со стихами. А летом 1946 года Казим якобы передал их в советское посольство в Риме. По его версии, Терегулова и Тимирманца, которые передали моабитские тетради в СССР, вообще не существовало. Их выдумали, поскольку в советское время сказать правду о том, что тетради со стихами поэта и патриота и советского героя сохранил и передал на родину белый эмигрант и татарский буржуазный националист, было немыслимо. Стихи из посольства в Риме, куда их принес Миршан, их отправили в архивы СМЕРШа, где они якобы бесследно исчезли. И еще такой случай. В 2009 году был поставлен под сомнение сам героизм Джалиля. На одном из казанских сайтов появилась статья «К будущему надо готовиться», в которой восторженно рассказывалось о выдающемся соотечественнике Гарифе Султане, иммигранте из Мюнхена, якобы служившем вместе с Джалилем в мусульманском легионе Идель-Урал. Султан охарактеризовал поэта-героя как малодушного человека, вступившего в антифашистскую борьбу лишь в конце войны и исключительно из боязни возмездия со стороны приближающихся советских войск. Вслед за тем в журнале «Мирас» была опубликована историческая драма «Барбарос Инкиразе» «Гибель Барбароссы». В ней Джалиль предстал чуть ли не придворным одописцем Гитлера. Автор драмы за клевету был снят с поста главного редактора журнала и исключен из Союза писателей Татарстана. Более того, позже признан психически больным. И хочу закончить этот выпуск цитатой Мусы Джалиля. «Я не боюсь смерти». Это не пустая фраза. Когда мы говорим, что смерть презираем, это на самом деле так. Великое чувство патриотизма, полное осознание своей общественной функции доминирует над чувством страха. Когда приходит мысль о смерти, думаешь так: есть еще жизнь за смертью. Не та жизнь на том свете, которую проповедовали священники и муллы. Мы знаем, что этого нет, а есть жизнь в сознании, в памяти народа. Если я при жизни делаю что-то важное, бессмертное, то этим я заслужил другую жизнь. Жизнь после смерти. Дуслар, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Оставляйте комментарии под этим роликом, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Исянимих булык, салямят булык, сау булыхс. Gel bakışa